Доброго, бодрого утра вам, наши дорогие телезрители. В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурлева. И Максим Гоголев. Наконец-то мы дожили до пятницы. И настроение, надеюсь, у вас из-за этого особенно приподнятое. Угу. Что ж, давайте узнаем, какие же сегодня даты мы сегодня отмечаем. Действительно, давайте посмотрим. Если любишь человека, дай ему выспаться. О, какие мудрые слова. И не зря они сегодня звучат, потому что сегодня отмечается Всемирный день сна. Во время сна организм приводит себя в порядок. Медики называют плохой сон ступенью к будущим инсультам, инфарктам, гипертонии и другим серьезным заболеваниям. В то же время нормальный сон – один из действенных способов профилактики сердечно-сосудистых и многих других заболеваний. Ожирение, например. Специалисты также утверждают, что недосыпание не только снижает работоспособность, но и приводит к нервным расстройствам. Сон помогает мозгу избавиться от всего лишнего, счищая с нейронных соединений ненужные белки. И чтобы хорошо высыпаться, исключите перед сном алкоголь, кофеин, плотный ужин, принимайте пищу не позднее, чем за 3 часа до сна и спите в прохладном, чуть влажном помещении. Между тем, мужчинам для хорошего сна нужно 7-8 часов, женщинам 8-9, ну а детям, чтобы выспаться, 10 часов. Почему это, да? почему это мужчина все Ну, так говорят ученые. Ну да ладно. В Таиланде, в любимом месте отдыха россиян, есть особенный праздник – Национальный день тайского слона. Он отмечается ежегодно 13 марта. Таиланд и слоны неразрывны. На протяжении многовековой истории Таиланда слоны были символом божества и не только у простых людей, но также и у королевских династий. Слоны неоднократно использовались в качестве тяжелой артиллерии в войнах. Слоны были незаменимы на полях в периоды посевов и уборки урожая. Праздник для любимцев Таиланда проходит на специально оборудованной площадке примерно в 80 километрах севернее Бангкока. Все виновники торжества с нетерпением ждут одного из главных событий празднования – поглощения фруктов. Слоновьи лакомства заготовлены в невероятно просто слоновьих количествах. Есть буфет из свежих фруктов и овощей, но также неизменной популярностью пользуются большие кубы льда, в которых заморожены ценные ананасы, половина арбузов, початки кукурузы, не говоря уже о яблоках, грушах и персиках. Ну а многочисленные посетители слоновьего шоу, а особенно дети, искренне желают своим защитникам и любимцам приятного аппетита. Действительно, наверное, очень веселое мероприятие. Да. Ну, а по русскому народному календарю сегодня можно отметить Ярилин день. Ярила – бог солнца древних славян. Кстати, до 1492 года на Руси с 1 марта отмечали начало Нового года, а первые дни марта так и назывались Ярильными днями. От солнца земля нагревается, ярится, к нему тянется все живое, чтобы набраться сил и окрепнуть. Считалось, что божество воздевает зиму на свои вилы, солнечные лучи. Поэтому с этого дня начинались подготовительные сельхозработы. Ну и к тому же Ярила был не только богом солнца, но и богом плодородия. А поэтому беременные женщины в этот день старались погреться на солнышке и набраться сил для вынашивания ребенка. А что же вы отмечаете, наши дорогие телезрители? Можете с нами поделиться по номеру WhatsApp 8 914 279 22 62. Пишите новости, пишите поздравления, мы зачитаем. Далее давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром центральные Улусы минус 25, минус 32, днем минус 15, минус 18. В Заречных минус 29, минус 34, днем минус 16, минус 20. Южных минус 18, минус 24, минус 8, минус 10 всего лишь днем. В Вилюйских Улусах минус 11, минус 17, днем минус 15. В Нижнеленских минус 22, минус 26, днем минус 18, минус 19. В Западных минус 8, минус 14 с утра и холоднее днем минус 9, минус 17. В Колымо-Индигирских минус 18, минус 38, днем минус 16, минус 28. В Янских минус 28, минус 32, днем минус 20, минус 26. На северо-западе минус 19, минус 25, днем минус 17, минус 25. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 36 градусов. Так что одевайтесь потеплее при выходе. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается минус 16, минус 18 градусов. Ну и что минус 36 в Якутске? Я верю, что еще буквально неделька, и мы начнем раздеваться активно. Да.
Как расположить на участке хозяйственные постройки комфортно для хозяев и в соответствии с нормативными документами? Сколько места нужно тому или иному строению? Как они должны стоять относительно друг друга к дому и участку для гостей? Давайте разбираться. Минимальное расстояние до дома должно быть от улицы не менее 5 метров, от проезда 3 метра, от границ с другим участком не менее 3 метров. Расстояние от дома от других объектов на участке. До бани и душевых от 8 метров, от уличных туалетов минус 12, минус 15 метров. До сараев с живностью 12-15 метров, до компостной ямы от 8 метров, от других хозяйственных объектов от 4 метров. Расстояние от другого участка. Для теплицы, птичника и хлева 4 метра. Для гаражей 1 метр, для сарая с инвентарем 1 метр, но со стоком воды на свой участок. Для туалета, бани и сауны 2,5 метра. О спорт, ты мир. Испокон веков у всех народностей были свои соревнования. Какие-то дисциплины и вовсе стали настолько популярны, что стали олимпийскими видами спорта. Надо полагать, что это зависит в основном от популярности. Если брать малые масштабы, как национальные виды спорта малочисленных народностей, то там вы сможете найти не менее захватывающие виды спортивных соревнований. Начались 4-е республиканские соревнования «Игры детей Арктики». Это соревнования по национальным видам спорта, по северному многоборью, праздник дисциплин малочисленных народов Севера. Сегодня приехали ребята с 6 улусов нашей республики. Общее количество участников 57 человек. Вот. И командные будут соревнования и личное первенство. Ежегодно эти соревнования проводятся 2014 года. Вот. Ну и у нас в преддверии еще День Арктики, 19 марта. Вот в рамках этих мероприятий мы сегодня проводим эти соревнования. Но мне больше всего нравится метание аркана. Это, потому что я сам родом из оленеводческой семьи, и мы всегда с братьями, с моими друзьями всегда соревновались по метанию аркана. По всему миру проводятся такие подобные игры, да, игры, арктические игры, есть, да, на мировом уровне проводятся. В Канаде очень популярны такие игры, у нас в России, да, в северных районах нашей большой России тоже проводятся. И у нас в республике тоже есть крупные фестивали, включая эти игры народов Арктики. Поэтому да, мы должны, конечно, непременно продвигать. Есть очень такие интересные виды спорта, да, как нори, как авентийский футбол, северная борьба, которая требует от участников, спортсменов ловкости, быстроты, гибкости, да, и силы, быстро думать. Поэтому, конечно, они могут и должны развиваться, чтобы в целом их продвигать во всем мире. Впервые идея проведения таких игр родилась в Оленёкской средней школе, когда они проводили соревнования по эвенкийскому футболу. Очень зрелищно это, конечно, эвенкийский футбол, когда они в национальной одежде, такие вроде бы неуклюжие, но в то же время в торбазах, когда они бегают и пинают этот сделанный из кожи мяч. Детишки у нас знают и умеют использовать и навыки, тот же аркан, прыгать, играть в эвенкийский футбол и так далее. Как вы готовитесь к этим видам спорта? Очень усиленно. Да, мы тренируемся. Бегаем на лыжах там у себя. На лыжах. Прыгаем через нарты. Это у нас отдельные секции проводит наш тренер. Допустим, метание аркана для кого-то это просто обычно происходит в жизни, да? А у вас также происходят какие-нибудь эти отдельные виды спорта, как обычный обиход в жизни? Да, бывает. Некоторые виды спорта необходимы в жизни. Я бы хотел пожелать участникам удачи и пусть победит сильнейший. Пожелаем юным участникам незабываемых моментов спортивных состязаний, чистых побед и просто позитивных эмоций. Максим Гоголев, Александр Слепцов. Новый день. Якутск.
Ну, середина марта, и я думаю, что большинство мужчин сейчас живут в ожидании сезона охоты, который вот-вот скоро настанет. Как многие уже увлекающиеся слышали, в этом году вводятся квоты электронные на охоту. Все переживают, что это такое. Что же это такое, да. Но об этом нам сегодня расскажут наши гости. Это Анатолий Семенович Попов, заместитель руководителя департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Минэкологии Якутии, а также Аблахирова Валентина Гавриловна, главный специалист Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия. Доброе утро, Доброе утро. Анатолий, Валентина. Ну, Мгм. Ну, тема что же же такое, животрепещущая. Да. Электронные жеребьевки, что же это такое? Ну, вообще, да, вот всегда существовал ажиотаж, да, на охотничьи виды животных, на которые устанавливается лимит. Это у нас в основном копытные, да, всегда. И охотников все больше, а животных, как всегда, ну, ограничено. И у нас охотничьи угодья делятся на 3 категории, да, общедоступные, закрепленные и особо охраняемые природные территории. И большинство охотников, как полагается, в основном на общедоступные охотничьи угодья, да, и ну, претендуют. И всегда был такой ажиотаж, проблемные ситуации, были стихийные очереди, стихийные жеребьевки по республике, да, было очень много недовольных людей. И вот мы уже 2 года, да, вот, например, по городу Якутску ввели так называемую электронную очередь на подачу заявлений, на получение разрешений. Эта ситуация как-то в какой-то мере разрешила в городе Якутске, да, проблему, но по республике проблема всегда оставалась. И без внесения изменений в закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов республики такого невозможно было. И поэтому была создана рабочая группа в составе депутатов Илтумен, нашего министерства, Министерства инноваций и Общества охотников и рыболовов республики. Вот эта рабочая комиссия разработала вот проект закона, именно внесение в статью 11 закона об охоте и сохранении охотничьих ресурсов республики. И этот закон уже во 2-м чтении. Ну, целый год мы прорабатывали это. В конце февраля этого года принят депутатами Илтумен. Утвержден. И вот совсем недавно, да, вот 11 марта подписан нашей главой республики. И смысл вот этого закона, да, заключается в том, что это касается общедоступных охотничьих угодий. У нас квоты района делятся на 3 категории. Это первая категория, это лица, то есть на 3 части, да, 35%. 35% это идет, претендуют, могут все охотники республики, да, и если квоты превышают, то есть претенденты превышают квоту, то будет проведена жеребьевка. Ну, то есть каким-то районам повезет, и каждому достанется Да. поровну, а где-то придется определенное побороться, количество. да? Да. Ага. Вторая часть, это 35%, мы направляем в муниципальные районы, где будет создана комиссия, да, с участием вот, территориальных подразделений министерства, администрации, общества охотников, и они комиссионно будут решать порядок распределения решений в районе. И 30% остается у нас, да, это будет лицам для, в неочередном порядке выдаваться. Это лица, которые вот, участвовали в сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов. Это, к примеру, это у нас волчатники, как раньше и были, да, участвующие в регулировании хищников, участвующие в учетных работах, биотехнических мероприятиях, ну, работах по воспроизводству и охране охотничьих животных. Ну, более-менее понятно Да. все-таки. Ну, а как же все-таки будет проходить эта самая жеребьевка электронная? Да, у нас жеребьевка электронная проводится на нашем республиканском портале госуслуг eyakutia.ru. Для того, чтобы принять участие в этой жеребьевке, гражданину необходимо будет подать заявку. При этом иметь подтвержденную учетную запись портала госуслуг. Наверное, у каждого есть такая учетная запись. Сейчас все пользуются электронными услугами, хотя бы раз заходили на портал госуслуг и понимают, что такое, имеют учетную запись. Это обязательное условие. При этом в заявке он указывает охотничий билет, номер охотничьего билета, тип охотничьего ресурса, на который он собирается охотиться. Это тип зверя, правильно я Да, понимаю? да. Потом он выбирает район,
в котором он будет проводить охоту, и место получения. То есть в любом месте, получается, он может получить и, ну, то есть указать любой район. Сугубо в том районе, где тебе выдали, получается. Или я могу подать нет, заявку ну, в конечно, другой какой-то логично область? будет подавать, как бы, получать там, где ты будешь охотиться. Ну, то есть, или можно в Якутске, например, да, правильно я говорю? Получить. Не, ну, то есть охотник указывает, где ему удобно. Если он с района подает, да, подает заявку, то он указывает район, где он может получить. То есть, а так он может любой район может подавать. А сколько квот выделено? Вот в этом Есть какая-то четкая цифра уже? Ну, Понимаем мы это? К примеру, если вот у нас ежегодно квоты меняются, да, исходя от учета численности охотничьих животных. Да. К примеру, в прошлом году по республике, например, мы берем полосю, да, было установлено 2100 особей, из них на общедоступной угодье было свыше 900. Ну, где-то вот 30%, больше 30%. Остальная часть это закрепленные охотничьи угодья в основном. Понятно. И особо охраняемая природная территория. А в этом году больше стало вот животных или меньше? Не, ну вообще тенденция вот копытных держится стабильно и даже в какой-то части увеличивается. Например, по косуле у нас, да, большое вот увеличение в этом показывает. году, Да, показывает большое увеличение. Мы в этом году как никогда дали больше квоты всего, да. И на общедоступные было квоты свыше 1000, да, 1300 где-то так. Изюбр у нас увеличивается. Ну, лось стабильно как бы, в состоянии находится. Ну, я думаю, что благодаря вот этим новшествам у нас вообще популяция животных будет в порядке, да? Да. И еще раз давайте в конце уточним, какие же документы нужны для подачи. Куда заходим, куда нажимаем, Так, что портал загружаем? Якутия, да. При этом он указывает просто, ну, то есть документы, реквизиты охотничьего билета, место охоты и вид охотничьего ресурса. Но как бы это только участие в жеребьевке. В дальнейшем на информационной системе у нас будет реализован генератор случайных чисел, электронный. То есть он собирает, аккумулирует все эти заявки, проигрывает у себя с помощью математических алгоритмов. С лотерейным образом, да? Случайным образом выигрывают заявки определенные, да, там, допустим, ну, не определенные, вернее, Как я узнаю, случайные. повезло ли мне, допустим? Да, вот. А потом по результатам как бы выбора генератором этих случайных чисел гражданину, который выиграл, ну, то есть Получил заявка, квоту, да? Да, получил квоту в личный кабинет портала госуслуг, придет, республиканского портала, придет уведомление о том, что вот ваша заявка, то есть выбрана генератором случайных чисел, как бы вы можете уже подавать заявку, заявление на услугу саму, на получение разрешения на добычу. Все понятно теперь. Хорошо. В дальнейшем он может подать также ее электронно, ну как бы это желательно, да, и также ведомство. Ну, все понятно. Спасибо большое. Ну что ж, это была очень полезная информация для наших охотников. Я надеюсь, что нашим охотникам, всем особо желающим очень повезет. Друзья, но мы будем продолжать наш эфир. Весна – это не только подготовка к охоте, это не только смена гардероба, это еще и авитаминоз. А знаете ли вы, какие витамины в каких продуктах содержатся? Давайте посмотрим на экран. Итак, всем известный витамин С, который отвечает за иммунитет непосредственно и способствует заживлению раны, переломов, предотвращению авитаминоза, укреплению кровеносных сосудов и повышению уровня железа. Он содержится в гуаве, в томате, в всеми любимых апельсинах, в лимонах, в винограде и в киви. Кстати, в киви, так же как и в луке, одно из самых больших содержаний этого витамина. Витамин D жирорастворимый, способствует похудению девушки, нормальному свертыванию крови и нормальному росту костей. Он содержится в яйцах, в рыбьем жире, в молоке, в рыбе и в лучах солнца, так что греемся на солнышке. Витамин Е способствует улучшению регенерации тканей, стимуляции иммунитета, улучшению тонуса организма, замедлению процессов старения в организме и улучшению циркуляции крови в бананах, в зеленых овощах и в соевых бобах. Ну и также в яйцах и в миндале. Ну и, конечно же, менее известный витамин К
способствует нормальному свертыванию крови, укреплению костей и улучшению работы сердца. В томатах, в соевых бобах, в шпинате, в мясе, в редиске и в капусте. Вот так, друзья, если все эти продукты ввести в ваш дневной рацион, то будьте уверены, что у вас будет с витаминами все в порядке. В 2012 году искусствовед Нина Малева передала в дар Национальному художественному музею работы своего супруга, художника Элия Михайловича Белютина, владельца знаменитой коллекции картин. Давайте посмотрим. Элий Михайлович Белютин. Удивительно интересный, своеобразный художник, педагог, историк и теоретик искусства, основатель группы «Новая реальность» и основатель теории всеобщей контактности. Вообще его судьба такая творческая, она была одновременно и интересная, и сложная. В 1941 году он ушел на фронт, но был демобилизован из-за контузии. Окончил Московский Суриковский институт, сразу проявил себя как лидер, основал студию «Новая реальность», преподавал в полиграфическом институте, но был уволен из-за любви к абстракции. А также он был исключен из Союза художников. Вот такие препоны стояли на его творческом пути. И в 1962 году известная выставка в Манеже, где выступал он со своими учениками, белютинцами, которую раскритиковал, разгромил Хрущев. И пришлось его студийцам уйти в подполье, работать у него на даче. И только в эпоху перестройки, в 1988 году, Третьяковская галерея распахнула свои двери для его работ и его студийцев. У него была теория человеколюбия. Он говорил, что искусство – это терапия. Она переплеталась с теорией Юнга, что именно искусство лечит, что именно искусство помогает людям, у которых есть какие-то психосоматические отклонения, у кого нету гармонии с окружающей средой. И он очень глубоко и масштабно мыслил. Он говорил, что именно искусство развивает общество. И вот несмотря на то, что в России было к нему такое отношение, его очень любили за границей. Он сделал выставки в Германии, в США, в Бельгии, во Франции, но его очень любили в Италии. Он получил 2 золотые медали в 1969 и 1970 году за фигуративное искусство. Он был членом Итальянской академии. И несмотря на все вот такое, может быть, неприятие, непонимание его искусства, да, он очень любил Россию. И он говорил, что я картины свои не продаю. У него была большая и домашняя коллекция западноевропейского искусства. И он все это завещал России. Он писал литературные эскизы. Но как человек умный, он не называл их стихами. Он говорил, что это такие темы для неуправляемой живописи. И мы, работая в музее, испробовали и убедились на опыте, на практике, что его литературные эскизы, они действительно работают. Когда человек высвобождает свое «я», он показывает вот этими линиями, да, свое вот сиюминутное мироощущение. Шелестящие листья в пустых глазах и черные руки, лежащие на горле. Белая, бедная дорога и уходящие ввысь облака, и мечта о свободе. Что ж, мечта о свободе, а у нас следующая тема, а теперь уже о разрешении оружия. У нас в гостях начальник отделения контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Саха-Якутия, майор полиции Роман Владимирович Шибин. Доброе утро. Роман Владимирович, доброе утро. Но есть какие-то сведения, статистика о том, сколько наших земляков владеет оружием и имеет право на, скажем так, его хранение? Спасибо за вопрос. Действительно, наша республика относится к охотничьему региону нашей страны.
Так, по итогам 2019 года на территории республики зарегистрировано 90 тысяч, получается 89 458 владельцев, у которых в пользовании 160 902 единицы огнестрельного оружия. Ну, это целый арсенал на самом деле, да, Максим? Да. Какие нарушения присущи для владельцев оружия и какие меры профилактики применяются для сокращения нарушений? Спасибо за вопрос. Как показывает практика, 30% наших владельцев ежегодно нарушают правила хранения, и ношения огнестрельного оружия. Это статья 20.8 Кодекса административных правонарушений, санкция которая подразумевает лишение специального права владения оружием от 6 до 1 года и наложение административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей. А также перерегистрация, продление разрешительных документов. Это статья 20.11 Кодекса административных правонарушений. Санкция, которая подразумевает наложение административного штрафа от 1000 до 3000 рублей. Ну, а основания для аннулирования вот этих самых лицензий у физических и юридических лиц, лицензий на приобретение, хранение оружия, какие могут быть? Согласно статьи 26 Федерального закона об оружии от 13 декабря 1996 года, основанием это является добровольный отказ гражданина, либо ликвидация юридического лица, также смерти владельца и вынесение судебного решения о лишении специального права гражданина, владеть оружием, а также обстоятельства, исключающие на основании федерального закона получение этих лицензий и разрешений. Это статья 13 федерального закона. То есть это за грубое нарушение, за непредоставление медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружия, за 2 и более правонарушения, совершенных в течение 1 года. Это глава 20 Кодекса административных нарушений. Это общественная безопасность. В каких случаях сотрудник Росгвардии имеет право изъять оружие? Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, предусмотренных настоящим действующим законодательством, а также за, как я выше сказал, по статье 20.8 за нарушение хранения огнестрельного оружия, санкция которая подразумевает изъятие и лишение права от 6 месяцев до 1 года. И за 2 и более совершенных нарушений в 1 год. Это глава 20 Кодекса административных правонарушений. Это общественная безопасность. Ну да, все-таки не как терминатор. Да? Мне Не нужно твое игрушки, оружие. это все Буквально серьезно, 2 да? слова, буквально по статистике за 2019 год сотрудниками Росгвардии и МВД выявлено и составлено более 6 тысяч административных протоколов. Ну, это серьезная цифра, да. Конечно. Изъято более 9 тысяч огнестрельного оружия. Но Ну, при этом стоит да. отметить, что по устранению нарушений владельцами оружия возвращено в 2019 году более 6 тысяч стволов. То есть можно вернуть. Ну, в конце Конечно. беседы давайте напомним телезрителям Да, правила очень обращения и хранения с оружием. Значит, гражданин должен соблюдать установленные требования по хранению огнестрельного оружия, то есть хранить оружие по месту своего проживания, соблюдать сохранность, безопасность огнестрельного оружия, то есть хранить оружие на закрывающий замок сейфах, металлических шкафах, ящиков из высокопрочной стали. Ну, все Спасибо знают эти большое, требования, да. главное их соблюдать, друзья. Да. Телезрители, не переключайтесь, далее также Скоро очень вернемся. интересные гости. Доброе, бодрое. Еще раз доброе утро, да, наши телезрители. Вы смотрите передачу «Новый день» С вами Максим Гоголев. и Евгения Гурулева. Есть приветы на WhatsApp? Давай посмотрим. Да, у меня вот в руках телефон, где есть очень хорошее поздравление. Дорогую нашу сестру, маму, бабушку, тетю Александру Фоминичну поздравляем с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, успехов, удачи и счастья. Будь всегда такой красивой, позитивной, юморной и молодой. Огромное спасибо за работу и поддержку. Да, вот так вот, Александра Фоминична, мы присоединяемся к пожеланиям ваших близких. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения и, конечно же, побольше здоровья. Угу. Что ж, а далее мы хотели бы передать слово. Немножко подождем, у нас тут какие-то моменты. Хотели бы напомнить, что у нас есть инстаграм-страница, да, «Утро НВК Саха», где вы можете продублированные наши сюжеты пересмотреть и что-нибудь интересное Или если у найти. вас какие-то предложения по новостям и сюжетам, тоже пишите нам в личку, в наш инстаграм или на почту utro.nvk@mail.ru. Мы регулярно читаем сообщения. Да. Что ж, наши коллеги из новостной службы подготовили новости. Давайте посмотрим. Здравствуйте, в прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Президент России Владимир Путин поручил министру просвещения страны Сергею Кравцову контролировать организацию строительства детских садов и школ в регионах, начиная со стадии разработки технических заданий. Об этом глава государства заявил во время рабочей встречи в Москве. Кравцов, в свою очередь, проинформировал президента о том, что министерство контролирует ситуацию и все поставленные задачи майскими указами будут выполнены, в частности, по плану ввода в эксплуатацию детских садов и школ. Школы, детские сады и обязательное лицензирование, не затягивание сроков, о том, о чем вы говорили в послании. Здесь мы тоже контролируем, чтобы месяц был на лицензирование после ввода в эксплуатацию, чтобы сразу граждане видели, и там, где особенно есть потребность во второй, третьей смене, могли уже дети идти в школу с 4-й четверти, не дожидаясь начала учебного года, и строим там детские сады, где есть ситуация с демографией, чтобы не образовывались снова очереди в детские сады. Это тоже мы мониторим. Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У государства есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе заседания с членами Кабмина. В экономике сформирован большой запас прочности. Даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет, сказал Мишустин. Кабинет министров распределил дополнительную финансовую поддержку территориям, которым в последние годы уделяется приоритетное внимание. Почти 7,5 миллиардов рублей получит Крым, еще около 1,5 миллиардов рублей предусмотрено для развития центров экономического роста в регионах Дальнего Востока. Одним из механизмов его поддержки стали центры экономического роста, сформированные на территории ДФО. Они должны стать точками привлечения инвестиций. Однако условия для жизни там пока далеки от нормальных. Не везде есть нужная инфраструктура, больницы, поликлиники, школы. И поэтому вместе с региональными властями мы реализуем планы по социальному развитию таких центров. Направляем на это серьезные средства из федерального бюджета. На период с 2018 по 2021 год запланировано 94,3 миллиарда рублей. И к региональной повестке. Месячник безопасности на льду проходит в Якутии. Морозу отступает, и люди все чаще выбирают активный отдых на свежем воздухе. Это и подледная рыбалка, и спортивные развлечения, такие как лыжи, сноуборд, коньки. По сообщению сотрудников ГИМС, в регионе функционирует 39 катков на водных объектах. На учете из них состоит 13 мест. Чтобы минимизировать риски нанесения вреда жизни и здоровью, сотрудники проводят масштабные профилактические мероприятия. А тем, кто пользуется катками, надо беречь свою голову, конечности и кататься вместе с потоком, не долбить лед коньками, беречь своих окружающих, смотреть, куда идете, да? Животных в пункте передержки Якутска усыпили согласно всем правилам в связи с угрозой распространения смертельного опасного вирусного бешенства, передает пресс-служба главы правительства республики. Бурю негодований и возмущений со стороны горожан и зоозащитников можно было бы избежать, если бы пункт передержки бездомных животных должным образом проинформировал население, подчеркнул Афанасий Владимиров, руководитель администрации главы правительства Якутии. Он также отметил некую несогласованность действий со стороны подразделений органов исполнительной
исполнительной власти республики. Это, по его словам, обсудят как на уровне руководства министерств, так и на уровне структурных подразделений Департамента ветеринарии. Впереди еще много важной и актуальной информации, не переключайтесь. Что ж, у нас весна вовсю, да, и тема очень важная, первая помощь при травмах. И у нас в гостях Григорий Комиссаров, травматолог, ортопед педиатрического центра Республиканской больницы номер 1. Доброе утро. Доброе утро, Григорий. Ну, не люблю я черный юмор, но я знаю, врачи-травматологи говорят, что вот этот период, март-апрель, это, как говорится, синокос в кавычках. У вас сейчас, скажем так, много пациентов, да? Да, это абсолютно так. С чем связано? Ну, это связано с погодными условиями, скользко на улице. Далее открываются катки, парки для развлечения ледовые. Ну, оттуда в основном поступают. Ну, с активные катков. виды спорта, И, да? да. Активные, Сноуборд еще. Сноубордисты, лыжники, катающиеся на коньках Да. и катающиеся с горок. А взрослые, дети, кто больше страдает? Так, ну, больше страдают, скорее всего, взрослые. Я сам в детском работаю. Взрослые там, они сразу после травмы обращаются в травмпункт. А дети еще могут замолчать или не заметить, да? Да, и такой момент бывает. Дети иногда... Ну, боятся сказать. Да, боятся сказать и сообщают родителям только на 3-й и 4-е сутки. И после этого обращаются. Ага. Да. Ну что ж, а что чаще всего подвергается перелому? Или растяжением, да? То есть какие у нас части тела больше всего страдают? Так, ну, это механизм травмы. Допустим, если на катке при подворачивании стопы вот так, происходит повреждение голеностопного сустава. То есть переломы лодыжек, растяжение связок голеностопного сустава, а также стопы. При падении на вытянутую руку ломается предплечье, у детей плечо. А как тогда правильно падать, Да. если ты катаешься на катке? И не Группироваться. очень хорошо. Желательно не падать, конечно, но группироваться. Это как? Вот, Да. вот таким образом, на бочок, да? Ну, это молодым и детям. Ну, пожилым все равно, получается, ты когда падаешь, ты об этом думаешь в последний момент. Конечно. После уже падения. Ну, какие-то меры предосторожности на катке, какие бы вы порекомендовали вообще катающимся? Ведь иногда ты едешь аккуратно, на тебя со всей силой налетают. Вот что, не кататься вообще, что ли, теперь? Почему не кататься? Кататься можно, но главное сперва хорошо научиться, чтобы все это дело нормально уметь, чтобы не падать на каждом шагу. А падать нужно правильно, это можно наработать, да, получается? Нет, конечно. Или как? Это наработать невозможно. Ну, в любом случае падать лучше, скажем так, свернувшись калачиком, да? Не на вытянутую руку, например. Не на колено подогнутое, да? Хорошо. Ну, да, как проходит лечение различных травм, например, стяжек и переломов? Допустим, случилась беда, да, на самом деле, к вам поступил пациент. Что с ним происходит? Что Какие дальше? моменты? Так, лечение, оно делится на два типа. Амбулаторное и стационарное. Амбулаторное это, то есть в поликлинике, в условиях поликлиники. Больной находится на дому и приезжает в определенные даты, на которые вызван. И стационарное, то есть в больнице, в отделении травматологии. Да, лежит. Это случаи, когда травма значительная, требует операции. А также еще есть моменты, которые без операции, но подлежат стационарному лечению. Допустим, переломы позвонков компрессионные, переломы таза. Вот переломы конечностей, как они быстро заживление, есть статистика? Так, ну, срастаются у детей очень быстро, у взрослых медленнее. С возрастом скорость падает. Вот, еще от характера перелома зависит. Если там очень страшный перелом, даже у ребенка это может затянуться прямо на года. Как восстанавливаться? Какие витамины, продукты, режим какой нужно соблюдать? Детям полноценное питание, мясо, рыба, творог. Пожилым плюс дополнительно к питанию вспомогательные, то есть лекарства. Кальций, поливитамины. Да? Такого плана. Да, а вот получается, я опять же возвращаюсь, насколько долго проходит лечение в случае перелома конечностей? Через какой период уже можно полноценно пользоваться своей конечностью? Можно ли снова вставать на коньки, да, Максим? Скажем так. Допустим, если это перелом без смещения, в среднем срок в гипсе месяц, потом разработка занятия лечебной физкультурой тоже где-то месяц. Но у некоторых быстрее.
Ну, Всё это осенью тогда на укладывается- коньки встанут пострадавшие. Да, проходит полное восстановление, получается, да? Или уже какой-то процент крепости все-таки спадает? Да, у физические кости? способности падают. Ну, как бы говоря, качество жизни падает все равно. Травмы бесследно никогда не проходят, и они с годами все равно дают о себе знать. Поэтому лучше быть аккуратнее, чем Конечно, потом лечить и выздоравливать. Ну, Наверное, такой важный вопрос. Я думаю, что многие родители сейчас внимательно будут слушать. Не все мы знаем, куда, в какое отделение наших 0,3 или больниц поступать. Взрослым, детям. Вот случилась беда, куда бежать, куда ехать? Куда такси заказывать? Если это ребенок до 18 лет и будний рабочий день, то с 8 до 4 Кирова, поликлиника номер 1, детский травмпункт. Ага. После 4 в будний день Национальный центр медицины, приемно-диагностическое отделение, педиатрический центр, да? Это детям. В выходные дни в педиатрическом центре прием круглосуточный. В медцентре, травматологический. получается, да. В будние дни поликлиника номер 1, детский травмпункт. Взрослые, значит, все идут в травмпункт Республиканской больницы номер 2, который располагается в здании скорой помощи по Петра Алексеева. Всем Там- известный, к сожалению. Да, там при осмотре и диагностике, если требуется операция или стационарное лечение, их направляют в стационар Республиканской больницы номер 2. Либо оказывают какую-то первую помощь, отправляют домой и потом по месту жительства к хирургу, видимо, да? Да, те, которые обращаются в травмпункт, они большинство бывают амбулаторные, то есть им гипсуют, Ну, а перевязывают. какую-то первую и- помощь мы можем оказать Да. вот на месте? Человек Осталось упал, времени да. совсем чуть-чуть. Кратенько расскажите, Что можно делать? делать, что нельзя? Так, первая помощь. Ну, обездвижить надо поврежденную конечность, то есть называется наложение транспортной шины. Это в виде самой взаимопомощи может оказываться. А также, если есть открытая рана, то обязательно перевязать. Аптечки везде, в машинах и так далее. Перевязываем и сразу обращаемся в травмпункт. Не занимаемся самотворчеством, Конечно, обращаемся конечно. сразу к специалистам. Ага, Григорий, Григорий, большое спасибо. Надеемся, что у вас в этом сезоне будет меньше работы. Да. Ну что ж, Друзья, тоже, когда занимаетесь активными видами спорта, будьте аккуратнее, поосторожнее. берегите свое здоровье. Друзья, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Вернемся не через переключайтесь. совсем скоро. Бодрого, доброго утра, а также, наверное, скорее всего, и приятного аппетита. Да, если вы завтракаете, наслаждайтесь своим кофе и чаем. Ну и давайте вспомним, какая погода ожидает нас сегодня днем. Итак, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем будем ждать в центральных улусах минус 15, минус 18 градусов, в заречных минус 16, минус 20, в южной группе улусов минус 8, минус 10, в Вилюйской группе улусов минус 11, минус 15, в Нижнеленских минус 18, минус 19, в западных минус 9, минус 17, в Калмендигирских минус 16, минус 28, в Бьянской группе улусов минус 20, минус 26 и на северо-западе минус 17, минус 25. В Якутске в 6 утра было минус 36, друзья, очень прохладно. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. И днем у нас в городе ожидается минус 16, минус 18. Погода обманчивая, одевайтесь тепло. Какие языки вы знаете, на каком языке вы разговариваете с вашими друзьями и знакомыми? Мне кажется, есть еще один язык, язык музыки. Если ты знаешь язык музыки, ты не пропадешь нигде, ни в какой компании. Ну, в любой компании, точнее, ты будешь Востребован, особенно да. если мужчина играет на гитаре, это просто восторг. Да, и это докажут наши коллеги из Алекминского улуса. В маленькой студии звукозаписи полным ходом идет подготовка к большому концерту. 3 музыкальные группы разных возрастов готовятся к презентации своего творчества. Тему обозначили общую – памяти Виктора Цоя. Готовимся к концерту, посвященный творчеству Виктора Цоя. Мы готовим песни только этого репертуара. В принципе, на нем мы и начали учиться. Потому что, с доброго рока, старого доброго рока, с хороших песен Виктора Цоя. И вот уже в апреле месяце у нас будет концерт. Мы готовимся уже почти год.
Изначально студия предназначалась только для записи звука, затем ее руководитель решил создать кружок для обучения игры на гитаре. Идея была просто на гитару, кружок гитарный, а из них получились целые уже группы музыкальные. И при этом есть у нас еще и студия звукозаписи. То есть мы и записываем, и они тут же занимаются. В общем, вот как-то так. Не все, конечно, станут музыкантами, но для многих именно эта студия стала открытием в себе нового. Я вообще, честно говоря, работу искал. И мне предложили с группой заниматься среднего возраста. Но я согласился, почему бы и нет. Ну и работа потом тоже нашлась. То есть два зайца получается? Да. А вообще музыка нравится? Конечно. Изначально это мое первое образование. Сложностей много, как, впрочем, и у всех. Хорошие инструменты дорогие, что-то приобретал сам центр, при котором и работает студия, что-то приносят сами ребята. Но, тем не менее, музыка здесь звучит. Совершенно не было никаких знаний в плане... Я не знала, что такое аккорды, что такое лады. И вообще о музыке знание было то, что это звук, и все. И он как-то устроен. На сегодняшний день что ты понимаешь? Что такое вообще музыка? Музыка — это не то, что... Не что-то материальное в плане, а в плане того, что что-то идет изнутри, что-то светлое. И для каждого это что-то свое. А для кого-то именно это увлечение переросло в большее. Ну, для меня это важно, потому что, я сам музыкант, у меня слух хороший. Хоть я и не учился вообще нигде, но музыка это мое как бы. Я вот точно знаю, что это все точно мое. Музыка – понятие неуловимое, ее надо чувствовать сердцем. Очень интересно, я вам скажу. Просто слушать музыку со стороны, и не живую особенно, это как-то не так интересно, как ее играть. Когда ее играешь, чувствуешь ее через себя, как бы, когда она через тебя как бы проходит, это дорогого стоит. Немного тесновато, смеются студийцы, особенно учитывая, что скоро сама студия будет задействована по полной. Но главное – это желание собираться и дарить музыку другим. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Друзья, мы продолжаем наш эфир. Да, и у нас сейчас очень интересные гости. Все сейчас обсуждают внесение поправок в Конституцию. Да. Давно Конституцию мы, скажем так, не поправляли, 25 лет после принятия. И одним из приоритетов заявлено как дети, приоритет госполитики. Вот сегодня этот момент нам прокомментирует Алена Николаевна Атласова, председатель Постоянного комитета по делам семьи и детства Государственного собрания ИУТУМЭН. Алена Николаевна, вы у нас сегодня впервые в утреннем эфире в таком качестве, да? Ну что ж, да, расскажите, что это за поправка? Да, о чем она? Давайте начнем с того, что вчера в парламенте был рассмотрен проект, предложенный президентом страны. И, как вы все знаете, что 11 марта эти поправки были приняты в Государственной Думе и рассмотрены в Совете Федерации. То есть в Государственной Думе уже в третьем чтении эти поправки были приняты. Соответственно, здесь важнейший приоритет государственной политики – дети. Конечно, это нас очень радует, поскольку государство сейчас будет делать все, чтобы обеспечить всестороннее духовное, нравственное, физическое, интеллектуальное развитие ребенка. И, конечно, для этого и финансирование будет, и, соответственно, это будет касаться не только семейных ценностей, семьи, да, но и тех детей, которые остались без попечения. Соответственно, в этом направлении у нас в республике тоже ведется большая работа. И после того, как 22-го все проголосуем, соответственно, от всего нашего народа, от всех нас зависит, будет ли эта Конституция принята или не принята. Соответственно, после этого, конечно, нам необходимо будет в парламенте менять и свою Конституцию Республики Саха-Якутия. И, конечно, здесь, я думаю, тоже важнейшим приоритетом будут наши дети. Ну вот где можно прочитать внимательно эту поправку вот сейчас, скажем так, на этапе еще, пока она не утверждена окончательно?
Сейчас в открытом доступе на сайте Государственной Думы есть проект, и принятые поправки тоже видны. То есть, соответственно, каждый гражданин Российской Федерации может зайти, посмотреть, ознакомиться. И тем более после этого, как вчера вот во всех регионах практически парламенты одобрили, соответственно, сейчас будет обсуждение и будет информирование, чтобы 22-го наши граждане были готовы и понимали, за какую конституцию они будут голосовать. Ну вот эта вот, скажем так, фраза, эта поправка «Дети приоритет госполитики» очень радует, потому что 10 с лишним лет мы бились за демографию, и наконец-таки вот пора уже и детей поддержать. Да. Ну а наш комитет, да, по семейной политике, как он действует? Конечно, прежде всего это законы и вообще семейная политика. Получается, наш комитет по делам семьи и детства, он был образован вот конкретно, как был создан 6-й созыв. И раньше, если это было связано с молодежной политикой, то сейчас это конкретно по делам семьи и детства. Сейчас у нас приняты и законы, и, конечно, в прошлом году вы все в курсе, что был разработан базовый закон о статусе многодетной семьи. Да, вот это очень интересный момент. Да. Да. Таким образом, мы поддержали наши многодетные семьи. Если раньше многодетной семьей считалась семья, у которой старшему вот исполнится 18 лет, и семья уже теряла свой статус. А сейчас мы сделали так, чтобы поддержать наши многодетные семьи. Если старший до 23 лет обучается очно, либо мальчик служит в армии, соответственно, семья не теряет статус и пользуется той государственной поддержкой, которая оказывается многодетной семье. А вот сейчас вот много семей пользуются вот этой поправкой? Конечно. Мы сейчас в конце года сделали запрос в Министерство труда, и уже более 700 семей по всей республике, но итоги будем делать по первому кварталу. То есть вот мы ждем цифры, конечно, их будет намного больше, потому что важно, чтобы дети учились, получали образование. И, конечно, в этом государственная поддержка будет к месту. А вот какие еще законопроекты в обсуждении у комитета? Да, за что вы ответственны, за что ратуете? Конечно, это здоровье детей. Оно тоже прописано в Конституции. И причем ответственность за здоровье, если раньше это не было прописано в нашей Конституции, по которой мы живем, да, сейчас уже и доступность медицины, и в то же время ответственность самого гражданина. Ответственность за здоровье детей, конечно, несут родители. Я вот 18 лет проработала на земле руководителем благотворительной организации «Праздник жизни». И, конечно, здесь очень многое делают родители, чтобы дети вот в такой очень сложной ситуации, они вставали на ноги, выздоравливали, обучались, дальше учились, жили и стали достойными членами нашего общества. Соответственно, в этом направлении, конечно, очень большая ответственность на родителях. Ну да. Да, и на взрослых. И вот то, что касается, как же сделать так, чтобы наши дети были защищены от плохого воздействия, вот то, что у нас сейчас очень много табачной продукции. Да? И правильно сделал глава нашей республики, что буквально недавно, в марте, нет, не в марте, а в феврале был принят закон о снюсах. Соответственно, мы таким образом оградили наших несовершеннолетних. А ранее комитет был разработан законопроект о вейпах, то есть это о электронных системах сигарет, и мы о розничной продаже, то есть мы запретили для несовершеннолетних продавать. И, кстати, очень интересно, что это поддержали предприниматели. Мы после того, как в первом чтении разработали, и мы получили письмо от предпринимателей, что
это мы поддерживаем, и действительно это Мгм. очень важно для Но нас. это действительно очень важно, да, что наши предприниматели тоже понимают, что в детях наше будущее. А если есть еще какие-то предложения? Да, как если из к вам народа кто-то обратиться? что-то хочет, какую-то идею, куда можно позвонить, куда можно обратиться, вот, чтобы комитет рассмотрел эту идею? Мы постоянно в контакте с общественными организациями, теми, кто занимается темой семьи. Мгм. И не только. Парламент сейчас у нас открытый. Есть новый сайт, где конкретно есть, вы можете по Электронной ссылке... почте или Нет, теле- вы знаете, очень просто стало. Вы находите своего депутата, записываетесь, и даже можете задать вопрос. То есть у Мгм. нас сейчас... Полностью открытость. доступно. Алена Мгм. Николаевна, большое спасибо. Ну, Да. большого спасибо и больших успехов вам в работе. Спасибо. До встречи.